Алло, Доброго времени. здравствуйте. Да, Мурат здравствуйте. Мухамеджанов. Кто, скажите, пожалуйста. Мурат Мухамеджанов, председатель Республиканского союза ветеранов боевых действий на таджико афганской границе. С кем говорю? Да, очень приятно. Резяпов Ильдар Венерович, я председатель движения ветеранов России. Мне не очень приятно с вами разговаривать, но тем не менее хочу разговаривать. Первый вопрос. Что вы там кляузы пишете? Что бумажки пишете? Что делать нечего? А? Слушай, вы почему угрожаете российским политикам? Вот сейчас мне мои коллеги, вы, во-первых, разговариваете на таких тонах, на «ты», там и так далее. Я с вами на «ты» не разговариваю. Я говорю, что делать нечего, что ли? А? Вы успокойтесь, вы нормально разговариваете. Во-первых, вы сами успокойтесь. Вы нормально, пожалуйста, Во-вторых, разговаривайте. ваши политики Шпиров, Федоров, Никонов, что они говорят про Казахстан? А? Что они говорят? Да. Что они говорят про Казахстан? Процитируйте. А что, вы не знаете, что говорят, что ли? Скажите, пожалуйста. Угрожает что они Казахстану, говорят? территориальной целостности, независимости нашему государству. А? Что, не понимаете, чем это грозит? Не понял. Чем это грозит? Скажите, пожалуйста. Они войной угрожают Казахстану. Забыли, что ли? Посмотрите внимательно их Слушайте, высказывания. страны ОДКБ вошли к вам вошли, наоборот, предотвратить все эти массовые столкновения, и чтобы в первую очередь не совершен был государственный переворот, как это произошло в Киеве. Причем тут в 2014 году. ОДКБ? Там речь идет о другом. Слушайте, Вы смотрите внимательно, какие заявления кидают ваши политики. Хотят нанести по Казахстану, а именно по Алмате, ядерный удар на программе Соловьева. Ваши политики угрожают Казахстану территориальной целостности. прекратите, слушайте, прекратите. Вы что, не знаете об этом? Я вам сейчас скину туда на ваш телефон, на WhatsApp скину информацию, увидите, посмотрите. На Первый канал грозят угрозой Казахстану, да. Посмотрите внимательно, если вы не в курсе этой части. Я вам еще раз советую посмотреть. Это первое. Второе. Межнациональной розни никто никаких не призывал и не призывает. Понимаете, да? Те, кто, я еще раз повторяю, те, кто посягнет на Казахстан, те враги для Казахстана. И мы будем уничтожать этих врагов. Я еще раз повторюсь, те, кто оккупанты, агрессоры сюда придут, 2 метра глубины, 2 метра ширины, лично закопаю. Понимаете, да, уничтожать будем. Вопрос, послушайте, на государственную, на территориальную целостность Казахстана, во-первых, никто ни к чему не призывал. Я вам отправлю видео, где на территории, где ваши депутаты на территории Казахстана какие-то есть у них свои видения. Именно Федоров, Шпиров, Бородай, те, которые депутаты Госдумы, предъявляют Казахстану и говорят, что это территория Российской Федерации. Вы не видели такие передачи? Не смотрите? Внимательно посмотрите. Слушайте, Республика Казахстан. Алло. Доброго времени. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мурат Мухамеджанов. Кто, скажите, пожалуйста. Мурат Мухамеджанов, председатель Республиканского союза ветеранов боевых действий на таджико афганской границе. С кем говорю? Да, очень приятно. Резяпов Ильдар Венерович, я председатель движения ветеранов России. Мне не очень приятно с вами разговаривать, но тем не менее хочу разговаривать. Первый вопрос. Что вы там кляузы пишете? Что бумажки пишете? Что делать нечего? А? Слушай, вы почему угрожаете российским политикам? Вот сейчас мне мои коллеги, вы, во-первых, разговариваете на таких тонах, на «ты», там и так далее. Я с вами на «ты» не разговариваю. Я говорю, что делать нечего, что ли? А? Вы успокойтесь, вы нормально разговариваете. Во-первых, вы сами успокойтесь. Вы нормально, пожалуйста, Во-вторых, разговаривайте. ваши политики Шпиров, Федоров, Никонов, что они говорят про Казахстан? А? Что они говорят? Да. Что они говорят про Казахстан? Процитируйте. А что, вы не знаете, что говорят, что ли? Скажите, пожалуйста. Угрожает что они Казахстану, говорят? территориальной целостности, независимости нашему государству. А? Что, не понимаете, чем это грозит? Не понял. Чем это грозит? Скажите, пожалуйста. Они войной угрожают Казахстану. Забыли, что ли? Посмотрите внимательно их высказывания. Страны ОДКБ вошли к вам вошли, наоборот, предотвратить все эти массовые столкновения, и чтобы в первую очередь не совершен был государственный переворот, как это произошло в Киеве. Причем тут в 2014 году. Там речь идет о другом. Слушайте, Вы смотрите внимательно, какие заявления кидают ваши политики.
хотят нанести по Казахстану, а именно по Алмате, ядерный удар на программе Соловьева. Ваши политики угрожают Казахстану территориальной целостности. Прекратите, слушайте, прекратите. Вы что, не знаете об этом? Я вам сейчас скину туда на ваш телефон, на WhatsApp скину информацию, увидите, посмотрите. На Первый канал грозят угрозы Казахстана, да. Посмотрите внимательно, если вы не в курсе этой части. Я вам еще раз советую посмотреть. Это первое. Второе. Межнациональной розни никто никаких не призывал и не призывает. Понимаете, да? Те, кто, я еще раз повторяю, те, кто посягнет на Казахстан, те враги для Казахстана. И мы будем уничтожать этих врагов. Я еще раз повторюсь, те, кто оккупанты, агрессоры сюда придут, 2 метра глубины, 2 метра ширины, лично закопаю. Понимаете, да, уничтожать будем. Вопрос, послушайте, на государственную, на территориальную целостность Казахстана. Во-первых, никто ни к чему не призывал. Я вам отправлю видео, где на территории, где ваши депутаты на территории Казахстана какие-то есть у них свои видения. Именно Федоров, Шпиров, Бородай, те, которые депутаты Госдумы, предъявляют Казахстану и говорят, что это территория Российской Федерации. Вы не видели такие передачи? Не смотрите? Внимательно посмотрите. Слушайте, Республика Казахстан. Да. С чего начиналась война? С чего начиналась война в Украине? Вы что, не знаете, что ли? Слушайте, То, что Крым российский. был совершен переворот. Еще раз повторяю, по поводу переворота здесь не идет никакой речи. Кем был? Это все было. Чего? По поводу ТКБ. Подождите. Я хочу сказать вам лично, да? Подождите. Мы не ставим в этот вопрос. Мы поговорим с вами в следующий раз на эту тему. Если вы не знаете, о чем идет речь, нечего писать, понимаете, Вы да? меня не слышите. Подождите, вы меня не слышите. Совсем не слышите. Совсем не слышите. Мы реагировали в первую очередь. Вы объявили об угрозах убийства. Я сказал, будем уничтожать тех людей, которые припрутся на нашу территорию Казахстан. Всех врагов, всех агрессоров, всех оккупантов. Во-первых, они ни к чему не призывали. Они призывали к войне. Федорова, посмотрите, говорит, будет война. У меня с ним лично был диалог. Вы посмотрите внимательно. Федоров, Мухамеджанов наберите. И посмотрите, где я вам отправлю лично ваш контактный телефон вот сюда, вот на WhatsApp. Где он говорит о войне с Казахстаном. Федоров, поняли, да? Депутат Госдумы. Когда это был инцидент? Скажите мне, пожалуйста. Это было неоднократно, я вам сразу хочу сказать. Несколько видео есть. Поэтому ваши депутаты, ваши политики, которые негодяи, сидят там и призывают к агрессии против Казахстана, захватом территории, территориальной целостности, нашей независимости. Для меня все они враги, они будут уничтожены. Вы поняли, да? Те, кто сюда припрется. Никого жалеть не собираемся. Вы послушайте внимательно. Во-первых, никто не призывает к захвату какой-либо территории. Вы внимательно посмотрите. Я сейчас вам отправлю, вам будет стыдно, да? Вы офицер? Вам будет стыдно за вашу вот эту бумажку, которую я вам говорю. Вам делать нечего, что писать. Вы даже не знаете, что писать. Вы написали то, что вы оклеветали. Вы ложью занимаетесь. Вы занимаетесь ложью, понимаете, да? Еще раз повторяю. Вы делаете неправильные вещи. Если вы справедливый, честный человек, вы должны честно обращать внимание на те вещи, которые говорится из уст моих. Если этого нету, не надо наговаривать на людей. Это первое. Второе. Вас никто не боится. Запомните. И не боялся. Мы дружественный народ, казахи. Но если к нам кто-то сюда придет с оружием в руках, эти люди будут уничтожены. По поводу ТКБ, я вам хочу сказать. Во-первых, на тот период председательствовала Армения. Мы просили поддержки не у России, а Токаев, наш президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Республики Казахстан, он обратился к ОДКБ, и именно председательство в тот период Армения, Пашинян. Давайте говорить так, а то вы, смотрю, тут переиначиваете, начинаете тянуть на свою сторону одеяло. Это первое. Второе. Россия пришла на помощь. Еще раз говорю, пришли не только Россия, пришли туда и войска ОДКБ. Вы на чьей стороне стояли? Во время государственного переворота. Я стоял на стороне, запомните, вы слушайте внимательно. То, что вам какую-то информацию дают, запомните, я всегда поддерживал и поддерживаю политику нашего государства. Поддерживаю нашего верховного главнокомандующего президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемеловича, если вы это не знаете. Вам дают ложную информацию. Я еще раз повторяю, то, что вам пытается там кто-то донести, я еще раз повторяю, последнее выступление нашего президента на инаугурации, он сказал, мы придерживаемся политики нашего Ельбасы, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева. Внимательно смотрите вещи.
Я еще раз говорю, я 100 раз вам буду говорить, еще раз повторяю, я солдат, я офицер наших вооруженных сил Казахстана, который защищал интересы нашего государства на протяжении 30 лет и защищаю. Я еще раз повторяю, я для нашего государства, повторяю, я отдал свои молодые годы своей жизни. И запомните, мы всегда поддерживали курс нашего Ельбасы и поддерживаем нашего президента Токаева. Вы поняли, да, меня? У вас ложная информация, неправильную информацию доносят. Мы дали, еще раз говорю, те информацию, которую я вам даю, я вам подтвержу, я вам отправлю на ваш телефон, на WhatsApp. Вы увидите, где Мурат Мухамеджанов разговаривал с Федором, разговаривал с депутатом Государственной Думы, который угрожал Казахстану, территориальной целостности и независимости, который говорил, что мы нападем на Казахстан, будет война с Казахстаном. Вы поняли меня? Вы увидите эти видео, я вам отправлю. Вы просто много чего, оказывается, не знаете, Ильдар. Я ваше, к сожалению, отчество не знаю, но вот я вас знаю по имени, вы сейчас представились, поэтому я хотел бы вам сказать, если вы достойный офицер, говорите достойные вещи. И писать кляузы, писать по-офицерски даже, это некрасиво. Надо себя уважать. Если вы носите офицерские погоны, будьте добры, будьте офицером. Не надо вот эти вот наговоры, не надо вот эти вот придумывать сказки. Мы отреагировали в первую очередь. Да вы глупости отреагировали. Еще раз говорю, потому что ваши слова не имеют подтверждения. Понимаете, да? Вы поймите, подождите. Вот вы говорите, я же, слушаю вас тоже спокойно. Конечно, да, я готов вас слушать. Давайте. Да, Мурат. Хорошо, давайте поговорим. Я не знаю тоже ваше отчество. Как ваше отчество? Мое отчество Нурахмет Улы. Нурахметович. Можно будет просто Мурат, да? Пускай будет так, да. Мурат Нурахмет Улы. Да. Вот скажу вам. Угу. Да, мне сейчас мы подняли эти документы, когда, получается, писали обращение. Это было в начале 21 года, правильно? Да. Вот. Это, по-моему, было где-то, по-моему, в августе, по-моему, это было, если мне память. Еще и в августе. Да. В августе. Да. Да, вопрос заключался в том, что в первую очередь мы внимание обратили на национальное движение языковые патрули, которым являлся там Фуат Ахметов. Вы имеете вообще отношение к национальным патрулям? Вот теперь послушайте внимательно. Я мусульманин. В исламе, запомните, в исламе не делится на нации, не делится на народности. Я тоже мусульманин. Вот, видите, как приятно разговаривать с человеком, который понимает. Есть такое асабия. Самое, что ни на есть ненавистническое, это национализм, понимаете, да? Я не придерживаюсь, еще раз говорю, я не националист, я мусульманин. Я везде об этом говорю. И такие вещи я сам, чтобы вы понимали, да, не делю на нации. Для меня все равны. Перед Аллахом все равны. Как в намазе, как и в жизни. Это первое. Второе. По поводу вот это вот, то, что вы придумываете, языковые патрули. Во-первых, эту формулировку придумали в России. Это придумали формулировку на передаче Соловьева, Скобеева и так далее. Я вам хочу сказать, что в Казахстане нету у нас национализма, нету у нас языковых патрулей. Нету. Я вам сейчас объясню почему. Послушайте. Сейчас я вам скажу. Послушайте. Вот послушайте. У нас в Казахстане есть государственный язык, это казахский язык. И согласно Конституции Казахстана, каждый гражданин Казахстана обязан усвоить и знать государственный язык Казахстана. Это в Конституции написано. Поэтому послушайте внимательно. Вот если во Франции говорят на французском языке, в Китае на китайском языке, в России говорят на русском языке, в Казахстане, как вы думаете, на каком языке должны говорить? Подождите. На каком языке должны говорить? На разных языках. Я еще раз повторяю. Государственное, я еще повторяю, в России государственный язык Конституции, что прописано? В России что прописано? Государственный язык. Понятно, основной язык является русский, и мы все... Вопросы есть какие-то ко мне? У вас в Конституции написано, государственный язык у вас русский, у вас там нету из другого языка межнационального общения. Слушайте, у нас каждый субъект Российской Федерации, вы поймите, также прописан в Конституции Российской Федерации. Возьмите Башкортостан, Татарстан. У нас также в школах преподаются, там в Республике Башкортостан, башкирский, татарский, пусть ради бога, в Чувашии чувашский. У вас татарский, у вас башкирский язык преподается в школах, еще раз повторяю, у вас в школах преподается как факультатив. У вас отменены занятия по государственному языку, это первое. Второе. У вас ЕГЭ сдают на каком языке? На русском языке или на татарском языке? Ну-ка скажите мне, пожалуйста. На русском языке мы сдаем. Тогда вопросы, почему не на государственном языке? Татарском, например. Почему на башкирском не сдают?
Видите, да, как? Есть. И вы поймите, что в каждом, подождите, что в каждом субъекте, что в Татарстане, еще раз говорю, что в Башкортостане, есть, вы поймите, у меня дочь учится, она также изучает башкирский язык, вот там, либо татарские языки, и нету никакого ущемления У вас прав. экзамены ЕГЭ сдают на государственном языке, на русском языке. У вас не сдаются на татарском языке ЕГЭ, на башкирском не сдаются ЕГЭ. Давайте говорить честно. Чего вы там вы начинаете туда-сюда крутить? Я еще раз говорю, Ильдар, если мы, люди в правовом поле, должны двигаться, мы должны говорить еще раз говорю, о законности и правильности. Сегодня Россия, повторяю, сегодня, я еще раз говорю, сегодня Россия в лице Путина напала на Украину. Это агрессор, это оккупант, это фашизм, это нацизм. Я считаю, что здесь, повторяю, еще раз говорю, и никто не собирается по-другому импровизировать. Стойте, подождите. Хорошо, давайте. Я вот участник крымских событий 2014 года. Так. Я же прекрасно понимаю, что в 2014 году в Киеве прошел государственный переворот с помощью Соединенных Штатов Америки. Вы поймите, совершили практически, уничтожили государство, ту Украину. Кто пришел к власти, кто эти люди, Ильдар, и с какими целями. я понял вас. Давайте, я вам сейчас скажу, да, послушайте. Смотрите, Юра, вот мы сейчас затрагиваем Украину. Это не Украина, это де-факто Соединенные Штаты Америки, которые сегодня диктуют свою власть. О чем вы говорите? Ильдар, давайте я сейчас скажу, а вы мне ответите на вопрос. Смотрите, вот смотрите. Сейчас говорите там за Украину. Вы считаете, что сейчас вы наговариваете на президента Российской Федерации, и по Российской Федерации вы должны быть привлечены к уголовной ответственности, понимаете? Нет? Я вам еще раз повторяю. Сегодня Российская Федерация напала на Украину. Не Украина напала на Россию, а Россия напала на Украину. Это первое. Второе. Хочу сказать вам. Сегодня, во-первых, давайте так, если будем говорить исторические все эти моменты говорить, Крым исконно принадлежал кому вообще исторически? России принадлежал. Нет, он принадлежал вначале татарскому хану, вначале, потом Османской империи. Давайте, 300 лет татарский хан управлял, да, этой территорией. Второе, Османская империя 600-700 лет. И давайте открыто говорить, как Крым передавался. В 1956 году Верховный Совет СССР, депутаты Верховного Совета, члены Политбюро, в том числе генеральный прокурор СССР, в том числе Верховный судья СССР, все подписали о том, чтобы Крым передать его украинской стороне. Это первое. Украинская ССР в то время. И в том числе и подписал его сам генеральный секретарь ЦК Компартии, да? Теперь это первое. Хрущев. Второе. Давайте дальше. Вот объявили о суверенитете. Были подписаны Будапештский меморандум, Минские соглашения. Да. Так же, да? Да. Давайте так открыто говорить. Давайте, подождите, это уже второй вопрос. Меня первый вопрос волнует, что подписали все документы. И, соответственно, договорились, условились, что те территориальные границы, которые были обозначены еще Советским Союзом, это территориальные границы этого или иного государства. В том числе это касается и других суверенных независимых государств. Так же, да? И поэтому были этим договором. Послушайте. Подождите, мы же говорим про Крым. Теперь смотрите. Крым принадлежал с 1956 года до 2014 года кому? Украине. Это более 70 лет. Подождите. Поэтому что я хочу сказать? Я хочу сказать, что по отношению к Крыму, я тоже считаю, что это оккупация, это вероломный захват территориальной целостности Украины. Это не мое мнение. Поэтому ни одно уважающее себя государство не признает сегодня Крым субъектом Российской Федерации. Нацистская пропаганда, уничтожение памятников, ветеранов Великой Отечественной. Вы же ветеран. Я еще раз повторяю. Вот вы мне скажите, когда с ветеранов Великой Отечественной войны унижали, медали срывали, уничтожаются памятники, о чем вы говорите? Вы что, за нацизм? Я еще раз повторяю. Нет, вы не за нацизм. Я еще раз повторяю. Те люди, которые... В 2014 году и какая политика там велась? Вот вы мне просто скажите, какая политика? Я повторяю, это государство, послушайте, суверенно, она может дружить с кем угодно, она может взаимодействовать, сотрудничать с кем угодно, с Америкой, Западом, с любым государством может дружить, это ее право, понимаете? Киев — это
русский город. Вы откройте Киев, историю, вы откройте внимательно. Киевская Русь, где возродилась? Киевская, повторяю, Кто там Киевская сегодня? Русь, она была Сегодня у еще... власти находятся бандеровцы и нацисты, которых мы уничтожаем. Давайте по поводу будем Бандеры, уничтожать. если вы прям И его так поверьте, хотите. Бандера и мы русские, это герой мы Украины. будем в Послушайте Киеве. внимательно. И не только в Киеве, вы поймите. И не только в Киеве. Я еще раз повторяю. Вот, чтобы Бандера вы понимали. это герой Украины. Бандера воевал и с Бандера это фашистами, герой. с нацистами, и воевал и с Это советскими. бандиты, и Для него все были шулеры, враги. сегодня, Бандера как сидел вешать и уничтожать. в концлагере. Я вам хочу сказать. Вот вы сейчас говорите за С Украину. июля 41 года по декабрь 44 год сидел в концлагере фашистском. Слушайте, вот вы Два ветераны, брата боевые Бандеры действия. родных были Вот убиты в воевали концлагере Великую фашистском. Отечественную войну. О каком вы Вот говорите воевали, фашизме и да. нацизме Дед со воевал стороны в Бандеры? Великую Отечественную, скажи. Чего? Дед воевал в Великую Отечественную. Дед воевал в Великую Отечественную, скажи. Я вам задаю вопрос. Вы мне отвечаете или нет? 41-44 год. Бандера сидел в концлагере. Воевал. Вы мне ответите или У нет? меня дед воевал в Великую Отечественную войну. Я еще раз повторяю. Вот когда Вы даже не можете открываете ответить такой на мой вопрос, вы- о каком вы вы- можете дальше еще говорить речи. Нет, скажите, Украина вы это срывали независимое Великую государство. СССР. С кем На хочет, с тем и Вы взаимодействует. срывали или нет? Я Ура! повторяю, Украина Срывал мне герб. имеет Герб право, срывал или нет? с Срывал кем нет? хочет, тем и соответствует. Ура! Чего? Во-первых, я хочу сказать, вы срывали герб СССР на монументе? Я сорвал герб. Во-первых, этот памятник незаконный, чтобы вы знали. Этот памятник, его убрали в Актубе. Вы можете посмотреть, я вам тоже отправлю ссылку. Я писал в администрацию президента письма неоднократно и говорил, какую идеологическую направленность имеет этот памятник. Это первое. Второе. Этот памятник не стоял на балансе акимата города Актубе. Этот памятник снесли, нету его. Я этот процесс, повторяю, добился до конца. Убрали этот памятник, нету его. Вы поняли меня? Потому что этот памятник незаконный. И второе. У нас в Казахстане есть А вы мне скажите, Болашаха Бахдар Рухани Жангру. Казахстан был. Повторяю. Смотрите, Декоммунизация, десоветизация в Казахстане. Повторяю. У нас в Казахстане декоммунизация, десоветизация. Вы меня поняли, да? У нас в Казахстане идеология декоммунизация, десоветизация. Я вам еще раз повторяю. Все. И все, что связано, я считаю, с Царской империей, Советским Союзом. Еще раз повторяю, в Казахстане это уже не нужно. Это Всё. ваше субъективное мнение. Это не наши субъекты, это идеология государства. Декоммунизация, десоветизация. Поэтому вы можете там все, что хотите говорить, но памятник такой убрали мы. Повторяю, мы убрали в Актубе, убрали такой памятник в Павлодаре, и такие памятники мы еще, где они стоят незаконные, везде снесем. Вы поняли, да? Поэтому не надо переживать. Мы добьемся своей справедливости. Казахстан – это суверенное независимое государство. Наши предки воевали с Царской империей. 400 восстаний было. Советской властью было 370 восстаний. Наши предки воевали против Советской империи и Царской империи. Вы поняли меня, да? Все. Поэтому я не националист. Я вам 100 раз говорю, я мусульманин. Ярый националист. Я мусульманин, который будет отстаивать интересы своего независимого государства Казахстана. Еще раз хочу сказать, вы ярый националист. Я мусульманин, я гражданин Казахстана, поэтому еще раз говорю, меня никто не может привлечь по уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. Нету такой статьи для меня. Поняли, да? Потому что везде я, еще раз говорю, меня уважают так, как в Казахстане я живу. И русские, корейцы, и другие национальности. Вы меня поняли, да? Я возглавляю Союз Республиканский. Вы меня слышите или нет? В нашем союзе есть и русские, есть казахи, есть уйгуры, есть корейцы, есть разные национальности. И никто из ветеранов мне не говорит, я националист. А давайте теперь мы коснемся. Мы уже ушли, во-первых, от нашей темы. Вот я вам хочу сказать. Да, от нас было вот это обращение по поводу казахских радикалов за разжигание межнациональной розни. И угроз необходимо привлекать к ответственности. Ну и где меня привлекли? Я хожу, меня никто не привлекает, и никаких у меня нету. Нормально все, уголовных статей, все нормально. Ваши вот эти вот бумажки, писульки, которые пишете, жалобы, да, кляузы. Это, во-первых, не имеет беспочвенное, еще раз говорю, беспочвенное осуждение в мой адрес. Вы же сами мусульмане, вы же понимаете, что нельзя наговаривать на брата мусульманина, если это не имеет. Я еще раз говорю, мы со своей стороны отреагировали на угрозу российских политиков. Я еще раз повторяю, те, которые я сказал, те, которые сюда придут
придут сюда оккупанты и агрессоры, они будут уничтожены. 2 метра глубины, 2 метра ширины им обеспечено. Закопаем. Степи у нас огромные, проблем нету. Я вам объяснил еще раз. Никто не вторгается на территорию Казахстана. Это Я вам отправлю видео. Я вам отправлю видео, где есть на передаче Соловьева о том, что по Алмате нанести ядерный удар, повторяю. Это как понять? Это что за угрозы такие Казахстану? Я вам отправлю, вы посмотрите. И вам будет стыдно потом. Когда я вам буду отправлять эти видео, я думаю, нам стоит снова с вами переговорить. И после этих видео вы мне скажите, пожалуйста, свое теперь правильное решение. Правильно вы написали заявление по поводу меня? Я вам отправлю, вы не переживайте, я вам отправлю, потому что это слово чести уже, понимаете, да, стало, офицерское слово чести. Я вам отправлю, а вы мне как офицер дайте ответ после того, как я отправлю вам видео, мы с вами снова свяжемся. Я хочу, чтобы вы мне дали ответ честно только. У меня права и те слова, которые я сказал и ранее озвучил, имеют правдоподобность или нет. Почему? Еще раз говорю, в отношении, когда вы начинаете с президента Российской Федерации, вы поймите. Если Путин, повторяю, если Путин вторгся на территорию чужого государства, это агрессия, оккупация, это интервенция, по-другому никак нельзя назвать, понимаете, да? Мурат, да. Подождите, Мурат, к вам, во-первых, не затрагивайте Владимира Владимировича Путина. Почему я не буду затрагивать? Фашисты Гитлера в свое время вдохновляли, воодушевляли, и получился кто? Фюрер, понимаете, да? Вы тоже сегодня поддерживаете Путина, вдохновляете его, там, поддерживаете, и что получился? Мы поддерживаем Владимира, это наш президент, это наш... Я еще раз говорю, вы, я считаю, кремлевская власть, вы оккупанты, вы поняли, да? Все, агрессоры. Я называю вас сегодня фашистами 21 века. Что вы еще скажете? Вы работаете на Запад. Я не работаю на Запад. Я еще раз повторяю, я вам повторяю, клянусь Аллахом, я не работаю на Запад. Вы меня слышите или нет? Я мусульманин, повторяю. Я не работаю на Запад. Вы еще раз меня слышите или нет? Я говорю честно, как мусульманин, то, что вы агрессоры, вы оккупанты, вы интервенты. Вы убиваете сегодня людей, мирное население. В Украине погибают сегодня украинские доблестные солдаты, защищая свою родину. Мы денацифицируем и демилитаризируем. Вы, во-первых, вы разберитесь у себя в России. У вас самих там надо разобраться. У вас там нацизм по полной катушке у вас в России. Понимаете, да? Я еще раз повторяю. У вас запрещается преподавать государственный язык. Послушайте. Запрещается преподавать государственный язык у вас в школах, в Татарстане, Башкортостане. Только в качестве факультативных занятий. Понимаете? У вас даже ЕГЭ сдается на своем государственном языке. Не на башкирском, не на татарском, а на русском языке. Это разве не национализм? Сам даже Путин сказал, я главный националист. Путин, ваш президент сказал, я главный националист в России. Вы понимаете, да? Он националист. Вы меня слышите, да? Ваш Путин. Поэтому вы не правы. Это наш лидер. Он сказал, что он националист. Вы видели видео? Я вам тогда тоже отправлю видео, где Путин сказал, что я главный националист в России. Я вам отправлю это видео, хорошо? Давайте. Придется мне столько вам видео отправить, чтобы вас немножко, наверное, идеологически правильно направить на правильный путь. И офицеров в России, скажите, еще раз говорю, чтобы они не подстрекали противоправные действия по отношению к Казахстану. Вы меня поняли, да? Скажите мне, ваша общественная деятельность вообще в чем заключается? Вы вообще что делаете? Ваша общественная деятельность в чем заключается? Мы сейчас говорим про другое. Я говорю еще раз, говорю, вы написали на меня кляузу. Я не собираюсь сейчас вам давать отчет о нашей проделанной работе. Вы увидите, посмотрите, можете набрать в интернете Мурат Мухамеджанов. Там вся моя деятельность появится с нашим республиканским общественным объединением. Союз ветеранов, участников боевых действий на торже Кавказа, границы и военных конфликтов. Мне просто интересно, чем занимаетесь. Я еще раз говорю, вы откройте Google, откройте, помощь вам YouTube, пожалуйста, откройте, посмотрите. Отчет вам перед вами не собираюсь давать. Кто вы такой, что перед вами отчитываться? Вы можете открыть и посмотреть. Совсем недавно мы сделали автопробег международный в Турцию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан. Вы меня слышите или нет? Мы сделали международный автопробег в Турцию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан.
в целях активизации и совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, воспитания молодежи в духе нового казахстанского патриотизма, поднятия роли вооруженных сил Республики Казахстан, а также поддержки продвижения инициативы главы государства по сближению тюркских мусульманских стран, мы провели такой автопробег, где подписали меморандум с ветеранами боевых действий, ветеранами войны в Азербайджане, подписали в Турции ветеранами, в Кыргызстане подписали с нашими братьями, в Узбекистане. Мы вам отправим, я тоже вам отправлю нашу проделанную работу. Там будет и новостные ленты, все вы увидите, посмотрите. Тогда станет вопрос ясен. Я еще раз говорю, нас, государство Республика Казахстан, это миролюбивое государство. У нас все люди, еще раз повторяю, я с вами разговариваю, даже если вы заметили, да, на русском языке, без акцента, хорошо говорю. У нас казахи говорят на русском языке и на казахском языке. У нас никого не ущемляют по национальному, по этническому, по расовому происхождению и так далее. У нас везде, повторяю, дружба народов. Вы меня слышите или нет? Которые в Актау по ущемлению русскоязычных, когда идет у вас, это надо на местах Кого? Где? У вас люди боятся, поверьте. Я еще раз говорю, то, что вы видите, смотрите, вам то, что дают, это вам дают, знаете кто? Это вам дают провокаторы информацию. У нас в Казахстане, вот вы обратите внимание, наш президент Казахстана Токаев, Казарм Кемелович, куда полетел? Куда полетел? А? Куда полетел, говорите? В Россию полетел, к вам же полетел после инаугурации же. Вы ничего не замечаете? То есть вы замечаете, что наш президент, он никаких вопросов нету. Понимаете, да, все нормально. После этого полетел во Францию. И хорошо встречаясь с Макроном. В чем проблема? Вы так говорите, да, как будто вы знаете, вот у нас в Казахстане шовинизм, нацизм, там, фашизм. Какой нацизм, какой шовинизм? О чем вы говорите? Поэтому давайте говорить открыто. У вас государство напало на независимую территориальную целостность Украины, поэтому давайте, кто из нас еще прав, время рассудит, хорошо? Я вам отправлю материалы по 2014 году, как это произошел государственный переворот, кто пришел к власти. Украина с кем хочет, с тем и взаимодействует, с кем хочет, с тем и сотрудничает, хочет с американцами, хочет с европейскими странами. Это право независимого государства, суверенного государства. Сколько материалов, и вы посмотрите. Посмотрим, давайте сперва с вами обсудим те вопросы, которые вы мне сейчас сказали. Я вам сейчас отправлю информацию по Федорову, по этим, то, что вы сказали. Где идет, и вот вы как боевой офицер, когда уничтожаются российские памятники, советские памятники. Какие российские памятники? Почему российские памятники должны быть на территории Украины или Казахстана? Почему российские памятники? С какого перепугу? Повторяю, российские памятники, они должны стоять в России. Вы меня слышите, да? Российские памятники, они должны стоять в России. В Казахстане они не должны стоять памятники российские. Еще раз говорю. Что Украина это Киевская Русь, это русская. Я вам повторяю, украинцы были, украинская Русь, я вам еще раз говорю, это братский славянский народ Казахстана. Понимаете, да? Вы почему молчите? Чего молчите? Я знаю, что сегодня украинцы, они герои, они защищают свою территориальную целостность и уничтожают оккупантов, людей, которые нападают на территорию суверенного государства. Вот это ваша украинская власть, которая там в лице Зеленского наркомана. Она, во-первых, не моя украинская власть. У меня есть наша казахстанская власть. Давайте этот. Не надо мне уже. У вас есть факты о том, что Зеленский наркоман. Что вы там говорите? Зачем вы так наговариваете? Нормальный человек, адекватно рассуждает. Я с таким же успехом могу сказать, что тоже Путин наркоман. Вы на это внимание. Вот у вас есть своя позиция, а у нас есть позиция нашего государства, и у нас все в России считают о необходимости освобождения Украины, самих украинцев. Я еще раз повторяю, никто не нуждается в вашей, еще раз говорю, освобождении. Вас никто не просил туда вторгаться. Еще раз повторяю, Казахстан, Украина и многие другие государства — это суверенные независимые государства. Россия не имеет права нападать на соседние страны, не имеет права. Понимаете? Мы не живем
рабовладельческий строй, феодальный строй. Мы не живем. Мы живем сегодня в нынешнее время. Цивилизованное время. Мы с вами разговор заканчиваем. Я вам отправляю все материалы по Украине. Я вам отправляю тоже всю информацию, всю ту информацию, которую вам необходимо изучить, посмотреть, прежде чем писать кляузы. Вы поняли, да? Вам не стыдно? Я хочу, чтобы вы сделали обращение о том, что вы официально приносите извинения Мурату Мухамеджану, председателю Республиканского союза ветеранов боевых действий на Таджико-Афганской границе. После того, как я отправлю вам информацию, ответьте мне на вопрос.